Дядь Бурещ, здравствуйте! Тема занятия – союзы. Союзы в удмуртском языке могут быть сочинительные и подчинительные. В свою очередь, сочинительные делятся на несколько видов. Первые – соединительные. Это такие союзы, как «но», переводится «и», «собере», переводится «потом», «затем», и «но» переводится «и» другие союзы. Например, «мино удмурт ныльёсно пьёс, солыш книгасы лыджины дышим». И мы, удмуртские парни и девушки, научились читать его книги. Вторая группа сочинительных союзов – разделительные. Это союзы такие как «яки-яки», переводится «или-или», «оло-оло», переводится тоже «или-или», «не то», переводится «то-ли», и «я» переводится «то» и другие союзы. Например, «Пужиньёслен уваясы бардычлымы просно, яки лельмыт, яки напчагыр тусьёсын вышьяшко». И снежинки на сосновых ветках переливаются или розовыми, или темно-голубыми оттенками. Третья группа сочинительных союзов – противительные. Это союзы «нож», переводится «но», «однако». Союз «а» переводится также «а». Союз «но» переводится «но». И союз «а-то» также переводится «а-то». Например, «Шундук пыжни, но шунете званна». Солнце уже не печет, но еще греет. Подчинительные союзы тоже делятся на несколько видов. Первый вид – подчинительные союзы времени. Это союзы куке, когда, тогда, бере, после того как, и дырья, когда, пока и другие. Например, Арлен Куцконазик дышечки щеслы и вортишко куно кыче писателен творчество зя, орчитому зачет йос. Уже в начале учебного года я сообщаю учащимся, когда и по творчеству, как и писателей проведем зачеты. Вторая группа подчинительных союзов – условные. Это союзы ке, бере, дырья, все переводятся «если». Например, «Соке айлусал, эйтет марми ужасамы наштиен». Если бы его не было, не знаю, как бы мы управлялись с Настей. Третья группа подчинительных союзов – это причины. Это союз малокешоно, потому что, так как. Например, «Яратшко монсое малокешоно сокотьку черткем». Мне она нравится, потому что она всегда резвая. Четвертая группа подчинительных союзов – цели. Это союзы «шуса», переводится «чтобы». Например, «зем щелыкес ажитак пичигес медло шуса, соишо джинарзе вандис». И вправду, чтобы провинности у него стало чуть меньше, он урезал еще полгода. Пятая группа подчинительных союзов – уступительные. Это союзы «кено», «хотя», «хотя и», «ожи кено», «хотя и», несмотря на то, что. Например, «вожет кено поте», «от гзивера сал напия». «Хотя ты излишься, я бы еще тебе сказал, сынок». Шестая группа подчинительных союзов – изъяснительные. Это союз «шуса», переводится «что», «будто», «как будто». Например, «Тедио щарис вирашкон лулуку, сомалыке малпавал, сослем вал йо сыно, дишкут сыно, изжо сыно, тедиеш шуса». При разговоре о белых она почему-то полагала, что у них и лошади, и одежда, и шапки белые. Давайте познакомимся с удмуртской семьей. Чтобы создать семью, люди женятся. Куспал-яшко. Семья переводится так же, как и на русском, семья, но ударение падает на последний слог. Семья получается. В семье есть мама и папа, а тайно анай, у них есть дети, нумпиос. Дети могут быть мальчиком или девочкой. Мальчик пияш яки пи, девочка нылаш яки ныл. Дедушка и бабушка со стороны папы пещатайно пещанай. Дедушка и бабушка со стороны мамы чужатайно чужанай.
тау кылдишкемдылы, дечлы.